1 сентября в школах страны начнут действовать федеральные общеобразовательные программы. Будет введена единая последовательность изучения предметов. До этого школы могли обучать по своей программе. Единую систему введут постепенно, в течение 2 лет. На уроках литературы, истории и обществознания начнут рассказывать о коррупции в России и борьбе с ней. В предмет начальной военной подготовки добавят обучение основам применения беспилотников. Ученикам начнут прививать любовь к труду. В закон об образовании внесли правки об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Это уборка класса, помощь в библиотеке, посадка деревьев на пришкольной территории и другие. Раньше на такие действия требовалось разрешение родителей. Студенты вузов будут изучать историю по обновленной программе. Отдельное внимание уделят целям специальной военной операции на Украине, антироссийским санкциям и темам вхождения в состав страны новых регионов. Для неработающих пенсионеров произведут индексацию пенсии. Выплаты увеличат для тех, кто ушел на пенсию по старости и инвалидности, из-за кого в прошлом году работодатель перечислил страховые взносы. Кроме того, пожилые люди, достигшие 80 лет к 1 сентября, получат фиксированную ежемесячную надбавку в размере 7,5 тысяч рублей. С 1 сентября в ряде регионов, включая Татарстан, стартует эксперимент по исламскому банкингу. Суть в соблюдении принципов шариата. Запрещено брать процент за использование денег, инвестировать в торговлю свининой, алкоголем, табаком и товарами для взрослых. Предварительно программа будет действовать 2 года. Владельцев газифицированных домов и квартир обяжут заключить договор со спецорганизацией для техобслуживания и ремонта газового оборудования. С 1 сентября это необходимые условия для получения газоснабжения. При этом исключительное право имеют организации, осуществляющие транспортировку газа. Штраф 500 рублей ждет водителей, которые используют зимние шины летом и наоборот. Также запрещено эксплуатировать автомобиль без полного комплекта зимней резины. Правила коснутся легковушек и грузовиков весом до 3,5 тонн. Кроме того, запретят использование мигающих стоп-сигналов. Павел Драгунов, ТНВ.